Киши женился на Хеде, и в их богобоязненной и религиозной семье родилось 6 детей, 4 сына – Моусар, Кунта, Висха, Муцу и 2 дочери – Мата, Хапта. Много позже из Илсханюрта Кунта Хаджи, да будет возвышена его святость, один из сыновей Киши и Хеды, известный духовный ученый, суфий, основоположник и распространитель кадарийского тариката на Северном Кавказе, переселился в Веденский район, на горную возвышенность под названием Эртина, и основал там селение, которое называется Хаджи-Юрт Хаджин-Эула. Туда он перевез и свою мать Хеду. Киши, отец великого шейха, скончался до этого, и его похоронили на кладбище в селении Илсханюрт. Как рассказывают старцы, Кунта Хаджи повел свою мать к пустырю, где едва ли ступала нога человека, и сказал, что ее похоронят там. Хеда зарыдала и сказала: «В какой же безлюдной глуши ты меня оставляешь, мой сын? Но имею ли я право перечить тебе?» На что Кунта Хаджи ответил: «Обычный траур по умершему завершается максимум через неделю, а траур по тебе будет продолжаться до начала вечности. Разве не это доказывает, что ты не останешься одна ни на одно мгновение? К тебе всегда будут приходить мусульмане со всех концов света». В 1276 году по мусульманскому календарю хиджи мать Кунта Хаджи Хеда скончалась. Ее похоронили на том месте, где и указал шейх. Зиярт над ее могилой построил Саид Альви, сын Саид Селима, внука Джамалайлы, прямого потомка дочери пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Он приехал в Чечню с 7 товарищами из Саудовской Аравии. По словам Саида Альви, его отец Саид Селим завещал ему поехать в те далекие земли, где находится могила матери шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, и возвести над ней святыню, чтобы мусульмане могли приходить к ней и просить у Всевышнего милости и благословения для себя и для других правоверных. Этот зиярт на сегодняшний день является одним из самых красивых и посещаемых святых мест нашей республики. К этой святыне ходят не только наши соотечественники, но и мусульмане соседних регионов. И все они просят у Всевышнего благоденствия для всех последователей ислама, не разделяя их на национальности и народности.